Зритель голосует рублем. Сейчас какой-то такой взрыв, может быть, талантов казахстанских. В прокате у нас очень любят казахстанское кино. Мосфильм и Ленфильм, они переехали в Алмату. Молодое поколение, когда все границы были открыты, они учились в Нью-Йорке, в Праге, в европейских всяких культурах. Последние годы в Корее учат. Сами ребята, киношники, наверное, выросла вот такая вот плеяда талантливых людей. Очень много молодежи сейчас занимается творчеством, снимает кино, открывает театры. Вот эта волна, наверное, думаю, молодежи сейчас меняет взгляд на новые творческие работы, новые взгляды фильмов, как передать это через экран. Во время Великой Отечественной войны Мосфильм и Ленфильм, они переехали в Алмату. Вот эти базы, они сохранились до сих пор. Да. Общие корни, они, наверное, потом дали такой результат, во-первых. Во-вторых, это, конечно, финансирование, потому что фильм, да, для создания фильма нужен бюджет. У нас есть, скажем, частные фильмы, коммерческие, да, которых, может быть, вот там в этот раз вы не видели, да, на фестивалях, но они рвут кассы, они собирают иногда даже больше, чем голливудские фильмы. В прокате у нас очень любят казахстанское кино. Наверное, потому что качество тоже мы пробовали степ-бай-степ и все-таки завоевали зрителя. Зритель голосует рублем, зритель голосует тем, что он покупает билет, его не заставишь, никакие субсидирования государством, кинотеатры и так далее, это нет. Государство может субсидировать именно в производстве, а потом, как ты этим шансом воспользовался, это уже на совести продюсера, на совести кинопроизводителей, режиссеров и так далее. Все как есть, как правда. Надо пробовать, надо показывать. Сейчас 21 век, никто за горло не душит. Каждый имеет свое право высказать, правду. Дружба народов — это всегда хорошо, я думаю. И этот фильм тоже очень хорошо это подчеркивает, наверное, потому что мы очень близки друг к другу на самом-то деле, да. У нас история по истории, если смотреть, да, мы вообще одни люди почти. А в целом это было очень хорошо, хороший обмен опытами, и все было классно, да. Называется Государственный центр поддержки национального кино. Вот, он ежегодно проводит питчинг. Вот, на фильм «Тарлан» мы тоже получили финансирование, выиграв питчинг. Да, то есть это абсолютно государственные деньги, и Министерство культуры финансирует. Одна из идей была как раз вот экранизация «Алмачуара». Оно было Милешой Лябибовной предложено, и я когда это услышала, и я сказала, что однозначно эта тема залетит. То есть в Казахстане такую тему поддержит, потому что это общие наши корни, тюркские корни, любовь, семейные ценности к животным, дружба, там, любовь деда и внука и так далее. Очень много международных кинофестивалей выигрывают казахстанские фильмы. Тихоокеанские в прошлом году выиграли, это считается азиатским Оскаром, фильм Адильхана Ержанова «Черный-черный человек». Во многих класса А фестивалей наши фильмы выигрывают конкурсы. Даже актриса наша Самал Ислямова впервые в жизни среди стран бывшего СССР и СНГ получила за лучшую женскую роль. Это казахстанская актриса. Очень круто. Поэтому, я считаю, что это не только в кино, это сейчас какой-то такой взрыв, может быть, талантов казахстанских. Вы знаете, Грэмми, да, наш Иманбек. Поэтому мы можем смело гордиться этим, да, певцами нашими, Димаш Кудайберген.